5 августа Уйгурский центр демократии и прав человека, организация, связанная со Всемирным уйгурским конгрессом, выпустила брошюру «Подайте свой голос. Инструментарий для уйгурских активистов. Лучшие практики Китая против транснациональных репрессий» во время проходящей раз в 2 года встречи 115 делегатов Всемирного уйгурского конгресса. Зюмретай Аркин, президент УЗДМ, сказал: «Китай больше не колеблется с угрозами и попытками заставить замолчать уйгурских активистов. Транснациональные репрессии долгое время игнорировались как инструмент репрессий международным сообществом, в том числе нашим собственным обществом. Эта брошюра направлена на то, чтобы проинформировать наше сообщество диаспоры о некоторых рисках, которым они могут подвергаться как активисты, но что наиболее важно, предоставить им четкие решения там, где они существуют». На прошлой неделе Госдепартамент США подтвердил, что преследование уйгуров китайским правительством является геноцидом и преступлением против человечности. В докладе Конгрессу Госдепартамент США заявил, что продолжит работать с союзниками и партнерами США, чтобы осудить и призвать Китай прекратить преступления против человечности и геноцид. В докладе Государственного департамента США Конгрессу подчеркивается, что США и 49 других стран выступили совместным заявлением в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, призвав Китай выполнить свои международные обязательства в области прав человека и выполнить рекомендации Управления Верховного комиссара ООН. Экспорт и импорт из Китая, второй по величине экономики в мире, упали ниже, чем ожидалось в прошлом месяце из-за снижения мирового спроса. Экспорт Китая в Соединенные Штаты, один из крупнейших рынков сбыта, сократился более чем на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Импорт Европейского Союза из Китая также упал более чем на 20% по сравнению с июлем прошлого года. Эти данные о торговле усилили опасения по поводу того, что показатели роста страны могут еще больше замедлиться в этом году. Филиппинские официальные лица ответили на просьбу Китая вывести военный корабль, севший на мель на спорном рифе между двумя странами, объявив, что корабль не будет выведен из этого района. Выступая на совместной пресс-конференции Министерства иностранных дел Филиппин, береговой охраны и военных, высокопоставленный чиновник из Совета национальной безопасности заявил, что Филиппины не выйдут из спорных вод в Южно-Китайском море. Глава МИД КНР Ван И отметил, что Китай и Россия работают над тесной стратегической координацией в международных отношениях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова работать над углублением практического сотрудничества с Китаем и достижением больших результатов в двусторонних отношениях. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 3 годам тюремного заключения и арестован в Пакистане в рамках дела Ташахана, которое включало обвинение в продаже государственных подарков и сокрытие своих активов. Также Имран Хан получил политический запрет на 5 лет.